Ребят, всем привет. Начало октября. Были заморозки такие, знаю, я думал уже, ну все. Думаю, тепло так долго стояло, думаю, сейчас и заморозки, думаю, все, и резко начнется. Нет, опять вернулось тепло. Как ни странно, ребят, 15 градусов сегодня даже днем. 13, что-то такое. Вот прям как-то не по-октябрьски, что ли. Вот. Приехал по Налиму, ребят. Сразу, наверное, узнали местечко в Бару. Вот. И по лесу шел, сейчас так немножко просматривал, ну, все равно грибов нет, ребят. Вот видите, стоило немножко дать морозиком, и все. Сразу резко на тебе. Как они резко начинаются, так и не резко и заканчиваются. Вот и успеваю. Ну, мы успели. Кто на канале, тот знает, грибов мы побрали, хорошо. Вот, и решил, ребят, приехать очередной раз сюда, это второй раз. Я обычно раза два и приезжаю в это место по осени. Весной здесь я не настаю, потому что здесь поворот, тяга здесь огромная. А вот осенью здесь, да, по Налиму балдею. В этом году я уже здесь был, кстати, это было открытие в 20-х числах сентября. Что-то два маленьких хвоста небольших. Вот, и что-то решил, что-то желание такое прокатиться было. Я обычно сюда или на мотоцикле, или на лодке, но воды, ребята, очень мало. На моторе прям вообще никак ходить, блин, вообще воды нету. Ладно, не суть, ребят. Начну нас с неприятных, наверное, вещей. Вот, ну, тут стояли люди. Видно, не один человек, походу. И, конечно, ну, я не знаю, как тебя назвать. Бледина ты, свинина ты, как тебе назвать? Вот я не знаю, вот как. Видно, что лежали вот здесь возле костра. Видать, было холодно, ну, понятное дело. Хотя дрова, смотрю, несерьезные. Сырую березу завалили, хотя можно вот 50 метров пройти туда, чуть-чуть в сторону. Там много сушин валяется. Принести, ну не суть, может молодежь. Все в бычках, ребята, все в бычках. Вот где лежит, курит, ну кинь ты в костер, да, или что-то еще отдельно. Нет, тут надо швырять вот по всей поляне. Она здесь единственная, эта поляна, и надо же ее усрать. Ладно, ребят, это все мелочи. Я это подмел. Бычки, как правило. Ребят, ну опять, сука, подтиражки. Опять подтиражки, весь обрыв в подтиражках. Я просто хотел развернуться от Вича уехать, потому что я до этого поднимался на моторе, был ролик по Налиму, и вот место, где стоит палатка, там устроили туалет, вот эти подтиражки, да. На следующий год их не будет видно, они их смоют водой, они сгниют, и ты даже не будешь понимать, ну, когда ты приезжаешь, для меня это блядство, ребят. Я уберу бутылки, бычки уберу, пачки сигарет, я постоянно убираюсь. Ну, для меня, ребят, подтиражки, это все, это жопа. У меня есть перчатки, у меня есть ферри, я вымою руки. Нет, ребят, я это не буду трогать. Это для меня, блядь, просто конченые. Ну, сходи ты вот, лес, ребята, целый лес. Ну, сходи ты 50 метров. Я вон туда хожу. Вот там даже моя потиражка, мать вашу, блядь, лежит. Вот там весь обрыв, ребята. Я не знаю, может птицы, может ветер. Но опять же, ветер оттуда не принесет. Это именно вот где-то вот в этом районе ходили просто в туалет. Возможно, эта женщина стояла, ну, для них это понятно, да, ребят? Ну, блядь. Короче, вымел все с обрыва, ребят. Жопа полная. Ну, вот как надо быть такими людьми, а? Ну, вот я не могу понять. Где живешь, там и срешь. Ну, ты же тут отдыхаешь. Костровище, вот всю жизнь, вот там костровище, всю жизнь там делали костер. Взяли посередине поляны, сделали костровище. Ну, для чего, не знаю. Ну, ладно, захотелось. Хорошо не там, где обычно стоит палатка. Ребят, ну о чем говорить-то, вот о чем? Ну, для меня вот для меня это, блядь, это жопа. А вы говорите, изба, не изба. Я привез доски, ребят, я хотел здесь сделать стол. Ну, нахватил досочки там, обрезки. Думаю, местечко прикольное. Давно уже хотелось. Я здесь, кстати, делал стол, ребят, его нету, его сожгли. Вот. Я хотел сюда скамеечку сделать. Ну, для кого? Вот для таких людей. А вы еще говорите изба, ребят. И вот так приезжать постоянно, и вот так плюваться. За всеми подметать, убираться, приготавливать дрова. Чтобы кто-то приезжал вот так и вот так относился. Блядь, ну это не для меня вообще. Ладно, ребят, не суть, начал не с этого, конечно, но просто я не знаю.
жопа.
Фу, аж взмок, ребята. Ну вот, дровишек сразу привез, думаю. Как-то так. Сначала смотрю, валяются. Ну, падают, они постоянно падают. Небольшой ветер валит сушиный, корневая система плохая. Ну, в принципе, здесь то же самое, только она зацепилась сучками и висит, короче. Ну, думаю, чтоб не самха там сырую там. Чуть-чуть резанул, упала. Вот. Хотя считается, что если стоит на корню, типа трогать нельзя. Но здесь, ребят, все, корень сгнил уже. Тут уже явно понятно. Просто еще был ветровальчик, точнее сильный ветер, и упала бы. Ну я и, короче, забрал ее. Она там рядом с дорогой прям. Как раз. Вот. Дровишки я привез. Все, нормально, технику уже загнал. Она там и будет стоять. Здесь палатка. Поспешить, ребят, надо. Так-то уже все, октябрь месяц. Уже сильно-то не побалдеешь. 14:34, в 6 часов уже темно. 2,5 часа у нас осталось. На все про все. Поставить палатку, печку, напилить дров, наколоть. Ну и закинуться, наверное. Сегодня чисто на закидушках. Донки уже вот эти на мотовилах не стал брать. Взял еще 2 старых фидера. Отдельно катушки есть. Просто добавлю. Как бы у меня, ну, собранные вот они есть. 1,80 м я их так вожу. Вот, а те длинные старые фидера у меня. Ну там тест позволяет. Там 150 и 180 фидера там такие жесткие. Вот. Но они, блин, длинные. В трех частях ломаются. Я их так отдельно взял, думал, донки не буду. Как раз здесь покидаю. 6 готовых и 2. 8 штучек, нормально. Самое то. Ну вот. Как-то так. Погодка, ребят, песня. Листок уже обильно сыпанул. Местами уже где открыто, прям уже чисто-чисто. А так прям вся желтая-желтая. Красота вообще. Ну, в общем, как-то так. Сейчас, наверное, палатку поставлю. Чтоб стояла уже, чтоб не думалось. Быстренько сейчас сюда ее нырк. Вот, и все, чтобы уже стояло. И заниматься донками будем. Как раз уже потемнеет, сумерки, самое то. Не знаю. Ну, говорю, вот тут был в сентябре, в 20-х. 2 небольших. Но это как раз только открытие было, только начало. А сейчас уже октябрь. Может, что тут и будет. Ну, здесь место такое лайтовое. Там 3-4 небольших здесь достаю, ребят, и все. Все-таки налили мне места у меня наверху. Ну, туда сейчас добраться, блин. Перекаты эти. Ладно, погнали. Начнем.
Так, ну что, как обычно на черве, ребята, здесь у меня и местные с огорода, и Дондробена. Ребята приезжали, оставили. Ну что, Архангел со мной, братва с Архангельска, привет. Я уже его обкатал, рыбку чистил. В общем, все хорошо, все ништяк. Так, грузишки. Грузишки. На закидушке, ребята, вот с вертугами все-таки стараюсь использовать. Потому что вот ставлю заводские, не заводские, точнее, которые я сам делаю. Вот эти. Вот.
И когда выматываешь, в общем, он крутится, как этот, как блесна. На донках-то все-таки ты как будто бы по дну тащишь. А здесь на закидушках что-то не то, как будто. Когда тут пакеты в пакетах, что ли. 10 штучек заказал. Тоже рвутся. Вот такие соточки. Ну, вертлюги, конечно, смотрю, какие-то нищие. Походу, подлетают. Подлетают, походу. Ладно. Так, поводочки надо связать. Поводочки, поводочки. Два поводочка. Ну и, в общем, старые палки взял, как и сказал. Как и сказал, старые палочки, ребята. Тоже буду использовать. Но они длинные. Ими можно зато кидать далеко. Ну, не на моей реке, конечно. Так, ладно, сейчас свяжем, все сделаем. В принципе, можно заброситься уже, дровами заняться. И что-нибудь покушаем. Что-нибудь перекусим. Ну, на столике-то поприятнее, ребят, правильно? Будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Погодка, ребят. Че пищишь, как говорится. Опачки. Вот так вот. Красота. Лодок нету. Одна прошла. Ну, это тут местный, деревенский, я его знаю. Мужичка, это мотовесло у него. Сантиметров 35-40, ребят. Один поводок ставлю на закидушках. Вот. Два что-то неудобно путаются. На донках как будто бы еще нормально, а вот здесь один подлиннее, и все отлично. Все хорошо. Петелечку. Ну и на основной тоже петелечка. Все, красота. Ой, красота, ребят, на реке. Так, ну что, в прошлый раз я ставил здесь закидушки вот по траве. Какая-то волна такая идет от берега. А там донки. Там у меня ничего не сработало, кстати. Все сработало вот именно там, по травяной полке. Как-то так. Ой, нафига высота. Вода еще упала. Сейчас роготолька расставлю. Примерно посмотрю, как будет выглядеть. Слушайте, да, вообще хана, блин. Ну да, жестко, вообще жестко. Я рыбачил. Фига, берег съезжает, ребят, смотрите. Я рыбачил, вот это в воде все было. Жесть просто. Нифига, вот у меня здесь крайняя, ребят, была. Крайняя. А вот тут все затоплено было. Я там не мог ставить. Короче, там бахнем, значит.
ребят, ходить там неудобно. И кусты сразу свисают. Вот так. Забрасывать неудобно будет. Вот здесь, короче, первое. Ну что, фидера мои готовы, ребята. Тут как раз с балкона с такого удобно будет поднимать. Но если крупная рыба, то я не знаю. Подсачник-то на налима я не беру. Кинем так на пробу, как говорится. Может, окунек какой-то, что? Чтоб уже стояло, чтоб потом пробежать, перезабросить. Дондробена какой шустрый. По пару червей бахнем. Пока, кстати, заморозков нету, червей надо, блин, собирать. А потом бахнут морозы, и все. И не надыбаешь ты их. А я же хожу еще. Снег уже идет, лед. Так недалеко. Раз. Готово. Вот они тут длинные, их вот так придется как-то, ребят, ставить. Вот так как-то. Сюда, ребятки, наутился. В телеге, кстати, писали, чем Андрюха отличается. Кончиком, ребята, легкая палка очень. По сравнению с крокодилом не сравнится. Кидает классно, блин. Вот закидушки самые то, я считаю. У меня вот эти 1,80 м. Есть, конечно, и подлиннее. Если у кого надо подальше швырять. Вот. С крокодилами, ребят, не сравнится. Тот дрын на самый настоящий. Ну там и тест, понятно, такой. А этот прям... Я думаю, что за там волны, там утки плавают. Вот. Ну, короче, как-то так. Они у меня уже второй сезон. Шикарные палки. Кайфую от них. Поехали. Так. Раз. Далековато, наверное, блин. Кинул. Ладно. Посмотрим. Опачки. Так. Тут фидер опять. Ну, на песках, да, далеко кидать пойдет. А так, такая длина нафиг не нужна. На песках пойдет куда-то.
Сегодня, знаете, ребят, что на перекусик у меня? Салат мимоза. Ну, может, кто не знает, это салат с рыбой. Вот так слоями надо перемешать. Консервы, вареная морковка, картошка, яйцо, майонез. Ну и консервы получается. Вкусный салатик. Ну, лучок еще. Ну, там суеверие же, там рыбу взяли с собой. Посмотрим. Вкуснятина. В автоклаве леща делаю. Добавляем. В масле, когда делаешь консервы. В общем, такие дела. Ладно, надо успевать. Так, ну что, все как раз, ребят. Еще без фонарика успеваю перезакинуться. Червей, наверное, нету. Что-то звенело там. Окуни, шмокуни всякие. Может, кто-то. Трава, смотрю, немножко есть, но это ладно. Мелочь. Ну да, крючки пустые. Заряжаемся по полной. Хорошенько заряжаемся и ждем. Ну еще, в принципе, можно в самые сумерки, как наступит, еще закинуться, перезакинуть уже, ждать поклевочку, ребятки. Не знаю, скатился налим сюда, не скатился. Тут-то вот яма получается здесь. Вот так вот, поехали. Блин, вот эту ветку надо срезать будет. Иначе будет вот такая песня нехорошая. Воды, конечно, нету, я вообще в шоке. Блин, я рыбачил, все затоплено было.
Песня, ребята. Чем выше фонарь вешаешь, тем сильнее освещает. Сидишь, блин, красота. Костерочек запалил. Все. Ну вот, потемнело. Время, ребята, у нас 40 минут 6. Вот как раз сумерки. Ну, 6 часов все полностью. Ну что получается, уже практически 12 часов в темноте. Все больше, больше, больше. Как-то так. Ну что, посмотрим. Как обычно, ребята. Ничего не загадываю. Выйдет, поклюет, хорошо. Не выйдет, ну, что поделать. Как-то ну так, рыбалочка-то. Не, в целом в этом году что-то более-менее так вроде поклевывает. Вот у нас уже, ну, первое открытие я здесь был, 2 хвоста, но еще было тепло. Второй раз поехал вот на Верховье, на свои места. Ну, ничего, так половил. Ну, не крупненький, конечно, но весело, не скучно. Ну, и пацаны сейчас приезжали. Нормально, рыбки всякие подловили. Хорошо. И на копчуху, и на котлеты, и на жареху, и заморозили. Короче, нормально. Вот. Ну, что-то решил сегодня сюда приехать. Здесь кайфово, ребят. Здесь атмосфера своя такая, знаете. Тем более дождя нету, сухенько здесь. Можно поваляться возле костерка, там, знаете, там. Короче, кто понял, тот понял. Вот тепло, хорошо. Немножко горелкой прошел, ребят, так. Ну, доска не обрезная, понятно, что тут. Он весь такой кукоженный. Это так. Баловство, конечно, но, как говорится, а чё бы и нет, да? Блин, а Женек-то мне говорил. Полнолуние, Андрюха говорит, рыба клевать не будет. Такая луна там, ребят, не знаю, видно, не видно. Она только-только вылазит. Сегодня у нас 6 октября, ребят. Да, опять этих качели с луной, это вообще. Сколько стоял, вот качели прям видны. Затмения вот эти всякие. Вот там вообще шайба лезет. Сейчас чуть подстанет, подсниму ее. Ну, у нас еще рыбный салат, так что вообще по красоте. Поклевочка, ребята. Походу первый. Ну я там сижу, 2 раза дернул, и вот сейчас отошел, смотрю. Не знаю. Будем посмотреть, как говорится. На фидер, на фидер, на фидер. Вот мимо. Рано.
Рано, ребята. Рано поспешил. Небольшой походу. Вон видно. Боданул. Червя сбил. Вот не мелочь, видно вот. Дернул. Не крупный, походу, опять вредничает. Мы с пацанами тоже стояли. Блин, за бороду секется и все. Не хватает. А я вот рыбачил. Так они глотали прям жестко. То бишь, видите, тоже. Опачки. Первая поклевка. Ништяк.